Доброе утро всем, кто встречает это утро вместе с нами. Это программа «Новый день» на канале НВК Саха. В студии Иван Луцкан. И сегодня у нас на календаре 23 мая, день недели, четверг. Кстати, сегодня отмечают день рождения второй президент Республики Саха-Якутия Вячеслав Анатольевич Штыров. Мы его поздравляем с этим праздником. А в истории этот день весьма интересен был тем, что в 1879 году Иван Тургенев получил звание доктора гражданского права в Оксфордском университете. Чем это было интересно? Тем, что он стал первым в мире писателем, удостоенным такой чести. Вот, кстати, о праве, да, и о получении гражданства мы поговорим чуть позже с нашими гостями в студии. Кроме этого, мы еще встретимся с врачами центра СПИД, которые нам поделятся информацией о той акции, которую они проводят в городе Якутске и в близлежащих улусах и районах республики. Так что будет интересно, оставайтесь вместе с нами. Ну а пока поговорим о погоде. Сегодня, по данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в центральных улусах ожидается плюс 7, плюс 13. Заречье утром было плюс 4, плюс 6, днем будет плюс 5, плюс 8. На юге будет плюс 12 градусов, утром было плюс 8, плюс 9. В Вилюйских улусах утром плюс 1, плюс 9. Днем поднимется до плюс 17, плюс 19. Температура в Нижнеленских улусах плюс 8, плюс 10 было утром. Днем особо не изменится. Плюс 9, плюс 17. На западе плюс 1, плюс 5 было утром. Днем плюс 12, плюс 17. В Колыме-Мензигирских улусах минус 2, плюс 10 утром. Плюс 1, плюс 17 будет днем. В Янских плюс 2, плюс 6 утром. Плюс 8, плюс 17 будет днем. На северо-западе минус 5 плюс 4 было утром, днем минус 2 плюс 14. Что же касается столицы нашей республики, Якутске, то в 6 утра температура воздуха была плюс 6 градусов. Было немного влажно, шел небольшой дождик, атмосферное давление 738 мм ртутного столба, ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду будет сопровождать сегодняшний день. Днем же ожидается так прохладная, но плюсовая температура плюс 11, плюс 13 и небольшой дождь сохранится. Спасибо, коллеги. А мы продолжаем. Многие, когда обмениваются информацией, делятся впечатлениями о пользовании порталом госуслуг. Как хорошо и удобно получать электронные услуги. О том, какие услуги можно получить, расскажет наша рубрика. Здравствуйте, уважаемые налогоплательщики! Федеральная налоговая служба запустила новый электронный сервис «Налоговый калькулятор по расчету налоговой нагрузки». Сервис позволяет налогоплательщикам, применяющим общий режим налогообложения, сравнить свою налоговую нагрузку, в том числе по отдельным налогам со средним значением по отрасли в разрезе регионов. Налоговая нагрузка и заработная плата – это важнейшие индикаторы дисциплины уплаты налогов. Сравнивая налоговую нагрузку и уровень заработной платы по своей компании со средними значениями по отрасли, можно оценить свои налоговые риски или вероятность проведения выездной налоговой проверки. Отклонение налоговой нагрузки и заработной платы от среднеотраслевых значений не является достаточным основанием для доначисления налогов. Для этого налоговому органу необходимо доказать факт получения необоснованной налоговой выгоды. Поэтому систематическая проверка самостоятельной оценки рисков по результатам своей финансово-хозяйственной деятельности позволяет при необходимости своевременно уточнить свои налоговые обязательства. Сервис находится на сайте налоговой службы налог.ру. С главной страницы сайта нужно переходить через бегущую ленту в раздел «Прозрачный бизнес» и с правого верхнего угла перейти на страницу «Калькуляторы». На первом этапе вводятся данные налогового периода, вида экономической деятельности и выбирается субъект Российской Федерации.
Вы получаете средние отраслевые значения налоговой нагрузки с детализацией по ключевым налогам и рентабельности. Для сравнения данных по своей компании воспользуйтесь калькулятором налоговой нагрузки. Вводим данные по вашей компании, сумму уплаченных налогов, делаем расчеты и получаем фактические показатели и отклонения от среднеотраслевой нагрузки. Также в сервисе можно посмотреть информацию об уровне средней заработной платы. Информация появляется в отдельном окне. Пользуйтесь, все просто и очень удобно. Стоит согласиться с участником предыдущего сюжета. Действительно, электронные услуги, все просто и удобно. А мы продолжаем. Очки сейчас это не просто элемент какого-то имиджа, это и аксессуар, это и способ видеть хорошо тексты, предметы, людей и в целом окружающий мир. Тем более, что сейчас выбор достаточно велик, на любой фасон можно себе подобрать. Какие в нашем следующем сюжете. Станислав Гребнев уже не первый раз обращается в мастерскую «Глазко». Уютная атмосфера, индивидуальный подход и качество работы не оставили его равнодушным. Я вас тоже был, доволен вашей работой, вот еще очки. У нас в городе мастерская работает с апреля прошлого года. За это время заслужили доброе имя и постоянных клиентов. За это время мы также открыли филиал в Москве и Набережных Челнах. Планируем открыться по всей России. Мастерская очков «Глазко». Мы делаем ремонт любой сложности, от замены болтов до пайки пластика и металла. Мы ремонтируем очки, любые очки, солнечные, детские, а также и для зрения. А также мы вставляем линзы в ваши оправы любой сложности. Даже можем сделать солнечные очки с диоптрией. Мы ремонтируем в срочном порядке, качественно, а также даем гарантию. Срок ремонта в среднем где-то минут 15-20 минут составляет. Это от сложности ремонта зависит. А гарантию мы выдаем месяц. У нас действует постоянная акция на болты и выправки. Можете оплатить абсолютно любую сумму. А также для постоянных клиентов у нас есть 10% постоянная скидка. Сеть «Глазко» оснащена технологичным и точнейшим оборудованием, современными расходными материалами высокого качества. Здесь работают только квалифицированные специалисты с огромным опытом работы в этой сфере. Пять минут, и проблему Станислава Павловича мастера исправили. Так как я ношу очки постоянно, для меня очень важен комфорт и удобные были, чтобы их носить. Удобно, мастера быстро и качественно делают. Еще бы в городе таких мастерских 2-3 бы, а то приходится из конца города ехать. Да, на все 100%, чтобы было все удобно. И здесь это все быстро и хорошо делают. Да, молодцы. Также в мастерской действуют скидки, акции и специальные бонусы для постоянных клиентов. Даются гарантии на работу любой сложности. Кроме этого, здесь вы можете приобрести различные аксессуары для очков и линз. Желаю, чтобы ваши очки служили вам долго. Если что, мы вам поможем. Обращайтесь к нам. Между тем, 25 мая состоится заплыв в холодной воде. К участию в соревновании допускаются абсолютно все желающие. Так что, если вы морж, вот я много видел сюжетов с Чурапчинского улуса, где ныряют, обращайтесь. Главное, чтобы вам было от 18 лет и имеете справку о состоянии здоровья. Заплывы будут на дистанцию в 50, 80 и 125 метров. Удачи вам! И следующий сюжет расскажет о подготовке к этому заплыву. Заплыв на 125 метров предназначен для профессионалов, имеющих разряд по плаванию, а на дистанции в 50 и 80 метров допускают всех желающих. Впервые это мероприятие на городской дамбе, посвященное Дню полярников России, в 2016 году задумывалось как показательное, но после было решено придать ему соревновательный характер. На сегодняшний день на заплыв записалось 14 человек, но заявки на участие все еще принимаются. На соревнованиях будет работать бригада медицины катастроф, спасатели ГИМС на лодках, МЧС и волонтеры из медицинского училища.
Кроме того, к заплыву допускаются только люди со справкой о здоровье, а в воде одновременно будет находиться не более 2 человек. По данным Гидрометцентра, 25 мая в Якутске ожидается облачная погода и небольшой дождь. А к моменту начала заплыва, то есть к 12 часам дня, прогнозируется 15 градусов тепла. Однако при сильном похолодании в этот день организаторы готовы перенести заплыв. В прошлом году температура воздуха составила около 12 градусов, а воды около 6. Отметим, что республиканское соревнование по плаванию в холодной воде посвящено в этом году году консолидации, 125-летию установления регулярного судоходства на реке Лена, а также 80-летию Героя СССР, Героя России, известного исследователя Арктики и Антарктиды Артура Челенгарова. Кроме этого, с наступлением долгожданного тепла в Якутске на площадях и стадионах возобновились традиционные утренние зарядки. В этом году на площадках столицы будут работать 8 общественных инструкторов. При этом каждый инструктор представляет то оздоровительное направление, на котором специализируется: тайцзюань, цигун, суставная и оздоровительная гимнастика, бег, ушу, массовые танцы и так далее. Все зарядки будут начинаться с 6 или 7:30 утра, в зависимости от места проведения. Доброе утро, мы продолжаем наш эфир и поговорим сейчас о получении гражданства. Тема весьма актуальная, интересная и порой вызывающая огромное количество вопросов. Поговорим мы с ней, с нашими гостями в студии. Таида Семеновна Бурцева, она начальник отдела как раз-таки по вопросам гражданства, управления по вопросам миграции МВД по Республике Саха-Якутия, и инспектор данного отдела Евгения Рашидовна Григорьева. Доброе утро. Доброе утро. Ну, наверное, Доброе утро. Да, первый, наверное, вопрос связан с тем, кто вообще обращается за получением гражданства Российской Федерации. Ну, если с самого начала, да, как бы сказать именно, да, значит, каким федеральным законом регулируются у нас вопросы гражданства, да, и какими нормативными актами, да, то федеральный закон от 31 мая 2002 года номером 62 регулирует именно категорию лиц, да, и порядок приобретения гражданства в упрощенном и в общем порядке. И указ президента от ноября 2002 года номером 1325 «Порядок приобретения гражданства Российской Федерации на территории Российской Федерации». Значит, в целом по республике у нас порядка 1000 иностранных граждан и лиц без гражданства приобретают гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, да, и в среднем где-то 5-6 иностранных граждан в общем порядке. Значит, материалы и заявления общего порядка рассматриваются комиссией при президенте Российской Федерации, да, и принимаются данные лица указом президента Российской Федерации. Упрощенный порядок, материалы и заявления иностранных граждан рассматриваются уже на региональном уровне, да, и рассматриваются Министерством внутренних дел по Республике Саха-Якутия. Это вот иностранные граждане. Да. А допустим, если я вроде бы как гражданин России, да, переехал в начале 90-х годов в Якутию, но вот что-то у меня там не заладилось, я был из стран СНГ. Вот как получить гражданство России? Вот возникают иногда такие вопросы. Ну, такой порядок также у нас есть. В 2012 году были приняты поправки к закону о гражданстве, согласно которым лица, прибывшие на территорию Российской Федерации после распада СССР по паспортам гражданина СССР, имеют право урегулировать свой правовой статус в соответствии с законом о гражданстве. Поэтому хочется обратиться к таким гражданам, которые до настоящего времени свой правовой статус не урегулировали, имеют паспорта гражданина СССР, а такие граждане есть на сегодняшний день. Просим незамедлительно обратиться в наши территориальные подразделения, поскольку данная норма утратит силу 1 января 2020 года. Хотелось бы гражданам. То есть, допустим, обратиться. если вдруг у кого-то есть знакомые, да, Да. необходимо обратиться в территориальные подразделения, я так понимаю, да, если это где-то в Улусах. Но если в Якутске, то, видимо, или Да, ваш... в любом районе нашей республики либо же, можно обратиться. либо же в аппарат. Советуем это сделать как можно быстрее. А чаще всего граждане каких государств обращаются за получением? Ну, так как я уже говорила, да, где-то порядка 1000 человек у нас ежегодно принимаются в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке по республике, да, и кто занимает, это большее количество именно граждан Республики Таджикистан, Украины, Кыргызстана и Армении.
Вот это больше всего количество этих граждан этих государств у нас принимают гражданство. Вот где-то около 1000, да, вы сказали? Да, около 1000. В среднем. А вообще сколько заявок, вот сколько, возможно, отклонений идет, кто не соответствует этим требованиям? Да, значит, в 62-м федеральном законе есть статья 16, да, где именно прописаны основания для отклонения, да, отклонений и отказа в приеме в гражданство. Да. Но там очень много, ряд именно подпунктов. Основные, которые у нас именно получается основания отклонения в целом, да, это неснятая, непогашенная судимость, да, это розыск иностранным государством данного гражданина, имеющийся, да, ну, либо же это какие-либо заведомо ложные сведения, либо подложные документы, представленные при оформлении гражданства. Вообще, есть ли у нас страны, с которыми разрешено двойное гражданство? Да, на сегодняшний день Российская Федерация имеет договор о двойном гражданстве только с одной республикой, это с Республикой Таджикистан. А вот многие... В этой связи граждане Таджикистана да, вправе, не отказываясь, не оформляя выход из гражданства Таджикистана, приобрести гражданство, сохраняя свое гражданство Республики Таджикистан. А вот я слышал, что многие наши граждане пытаются получить гражданство других стран. Ну, вот Кипра, Израиля, там, Соединенных Штатов Америки. А как вот это регламентируется тогда в таком случае? Действительно, да, граждане Российской Федерации, да, выезжая за границу, да, оформляют либо же документ постоянного проживания, вид на жительство, либо же приобретают гражданство иного государства. При этом же, значит, правовой нормой данных государств, да, нет требования оформления выхода именно из гражданства Российской Федерации. В этой связи получается, что гражданин России, приобретая гражданство иного государства, он сохраняет гражданство своей Российской Федерации, да, при этом же он, прибыв на территорию Российской Федерации, должен подать уведомление о том, что он имеет уже иное гражданство, либо же имеет вид на жительство на территории иностранного государства. Недавно в средствах массовой информации активно прошла информация о том, что президент России подписал указ о получении упрощенного гражданства представителям ЛНР, ДНР, то, что на Украине. Как в данном случае упростился порядок и куда необходимо обращаться? Да, на сегодняшний день это очень актуальный вопрос. Да? С 2014 года порядка 3000 именно граждан Украины прибыло и обратились за предоставлением временного убежища с территории Украины, да, в связи с, ну, так мы как знаем, да, с политической ситуацией на территории Украины. Вот, в этой связи в декабре 2018 года, 27 декабря, федеральным законом 544 была введена поправка в 62-й федеральный закон, да, согласно которого именно было упрощение приема в гражданство, значит, участников государственной программы по добровольному переселению в Российской Федерации. И также введена поправка по определению лиц с целью гуманитарных целей, да, приемов гражданства президентом Российской Федерации. В этой связи был вот именно по гражданам ДНР и ЛНР, по гражданам Крыма, да, указ президента 29 апреля текущего года, да, номером 187, согласно которого граждане ДНР, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, да, вправе приобрести гражданство в упрощенном порядке без соблюдения тех условий, предусмотренных статьей 14. А можно ли какие-то услуги получить в электронном виде? Да, конечно, действительно, хотелось бы обратиться жителям республики, да, через единый государственный портал, через единый портал государственных муниципальных услуг гражданин Российской Федерации вправе обратиться по вопросам, паспортно-регистрационным вопросам, по замене паспорта, да, по получению заграничного паспорта, да, при этом же предоставляется для лиц, обратившихся через государственный портал, скидка на оплату государственной пошлины на 30%. Спасибо большое. Да. Я слышу, что у вас юбилейная дата. Хочется поздравить всех сотрудников органов внутренних дел, связанных с вопросом миграции, с этой датой, пожелать вам
удачной работы, кропотливой, чтобы у вас все было хорошо известно. Спасибо большое. Спасибо. Также хотелось бы от лица руководства Министерства внутренних дел, руководства управления по вопросам миграции. Действительно, у нас в этом году очень большая юбилейная дата, 300-летие создания нашей службы. Мы образованы в 1719 году. Да? Поздравить ветеранов наших, коллег. Хорошо, спасибо большое. Ну а мы продолжаем наш эфир. Проявление первых индивидуальных гороскопов датирует приблизительно 5-6 веками аж до нашей эры. Именно к этому периоду относятся наиболее древние из дошедших до нас личных гороскопов. Верить или не верить гороскопу – это личное дело каждого. Но давайте посмотрим, что предложат нам наши знаки зодиака. Сегодня жизненный потенциал начинает повышаться, что благоприятно скажется на общении. Овнам следует приближать к себе только достойных своего внимания людей, иначе вероятны затруднения в делах. Звезды указывают на опасность для вашего здоровья. Избегайте физических перегрузок, деятельности, связанной с риском. Вам необходим отдых. Телец. Звезды предупреждают об опасности для здоровья или агрессии со стороны недоброжелателей. Существует опасность клеветы или навета. Будьте осмотрительны в общении, не приближайте к себе ненадежных людей, избегайте новых знакомств. Близнецы. День неблагоприятный для начала нового дела и чреват трудностями в личных и семейных отношениях. Откажитесь от любой активной деятельности, не проявляйте инициативу. Судьба посылает вам очередные испытания на прочность. Трезвая оценка окружающих вас людей, здравый смысл, гибкость в общении помогут вам с честью выйти из ситуации. Рак. Существует опасность клеветы и недоброжелательства. Внимательно отнеситесь к своему здоровью. Во избежание проявления хронических заболеваний примите профилактические меры. Лев. Сегодня львов будут замечать повсюду, где бы вы ни появились. Уверенность в своей неотразимости, остроумие и душевная щедрость сделают их центром любой компании. Дева. Сегодня вероятны затруднения в новых делах. Необходимо переосмысление намеченных целей, вам необходим отдых. Весы. Теплые объятия любимого человека согреют душу, и вы почувствуете себя счастливым. Не следует забывать о режиме дня и отдыхе. Не злоупотребляйте крепким чаем или кофе. Скорпион. День благоприятный для планирования открытия нового дела. Возможно, что вам удастся временно улучшить свое финансовое положение. Подумайте, как проведете выходные дни, так как они могут оказаться для вас очень важными. Стрелец. Сегодня во всех делах необходима сдержанность, осмотрительность, здравый смысл. Вам удастся улучшить свое финансовое или общественное положение. Все решится, если вы будете действовать обдуманно и осторожно. Козерог. Сегодня вероятны затруднения в новых делах. Необходимо переосмысление намеченных целей. Отложите принятие важных решений. Водолей. Этот день будет активным и динамичным для многих водолеев. Вероятно, что окончательно восстановятся связи с дальними родственниками. Контакты могут быть стабильными и принесут много пользы в дальнейшем. Рыбы. День благоприятный для творческого роста, изучения наук и ремесел. Велика вероятность того, что вам удастся улучшить свое финансовое положение. Вот пришла интересная новость на наш WhatsApp номер. 18 мая в СОЖ-13 города Якутска состоялся традиционный фестиваль «Дружбы в семье единой», где участники представителей 11 национальностей показали свои таланты. Гости были, всем понравилось. А сейчас короткая реклама, мы продолжим. Доброе утро, это новый день, канал НВК Саха. Мы продолжаем свою работу. Сегодня 23 мая, день недели, четверг. Поговорим немножко о погоде и о том, как проходит ледоход по территории республики. Сегодня, по данным якутских синоптиков, днем ожидается на центральных улусах плюс 7, плюс 13, в Заречье плюс 5, плюс 8, на юге плюс 12 градусов, в Вилюйских улусах плюс 17, плюс 19, в Нижнеленских улусах плюс 9, плюс 17, на западе плюс 12, плюс 17, в Колымандигирских улусах плюс 1, плюс 17, в Янских улусах плюс 8, плюс 17, на северо-западе республики минус 2, плюс 14. В столице республики, в Якутске, в 6 утра температура воздуха была такая же, плюс 6. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду. Днем же ожидается плюс 11, плюс 13 градусов. Утром ожидается небольшой дождь.
Ну а теперь плавно о том, как ледоход проходит по территории республики. На реке Колыма, близ города Среднеколымска, наблюдается рост уровня воды. Образовался затор льда. Уровень воды составил 1155 сантиметров, при критическом 1200. Ожидается подтопление заниженных участков. В ближайшие сутки рост продолжится и ожидается выход воды на пойму. МЧС просит граждан заблаговременно поднять ценные вещи на чердак, увезти домашний скот на возвышенные участки, собрать документы и предметы первой необходимости. Вот. Такое очень важное сообщение для жителей Среднеколымска. А мы продолжаем наш эфир. Следующий наш сюжет расскажет о 3 детях, которые нуждаются в нашей с вами помощи. Это 15-летняя Виктория, ее 11-летний брат Алексей, а также 10-летний Дима. Эти дети находятся в доме-интернате для детей, оставшихся без попечения родителей, и, возможно, вы сможете им помочь. Меня зовут Вика, мне 15 лет, учусь в 9 классе в 21-й школе. Мечтаю я стать фотографом и вообще, мне все профессии нравятся. Вышиваю крестиком, занимаюсь спортом, бегаю легкой атлетикой. Вообще я разносторонний ребенок. Люблю выступать, рассказываю много стихов, много читаю. Меня зовут Леша, мне 11 лет, и я люблю заниматься футболом. В свободное время я делаю уроки, а после уроков я занимаюсь у тренера боксом, хожу в тренажерный зал качать мышцы. Мой любимый предмет в школе – это математика, потому что мы там решаем примеры, которые мне нравятся. Ты знаешь, зачем интересно? Да. А зачем? Чтобы найти семью. А ты бы хотел найти семью? Да. Чтобы мама с папой были добрые, не пили, не курили. Чтобы не ссорились. И все. Вика опекает младшего брата, помогая ему во всем. Дети очень хотят жить в семье. Димочка у нас живет 3-й год, ему 10 лет. Мальчик очень веселый. Мы его зовем Солнышком. Когда он участвует в спортивных соревнованиях, команда, в которой он участвует, всегда побеждает. И они его называют талисманом, потому что Дима у нас очень любит спорт и очень активно занимается. Димочка, теперь ты о себе расскажи, пожалуйста. Я Дима, мне 10 лет. Я люблю заниматься, немного читаю, в кроссвордах там всяких занимаюсь, пазлы немного собираю. Играю в всякие игрушки. Мой любимый предмет по школе – это чтение. Дим, а ты знаешь, для чего я тебя снимаю? Да. А для чего? Чтобы попасть в семью. Хорошо. Дим, а ты бы хотел попасть в семью? Да. А в какую семью? В добрую. Мне не главное, чтобы там было хоть богатые, но хоть бы дети были. А чтобы детки другие были, да? Да. И чтобы все какие были, ты сказал? Да. Добрые, да? Мы очень надеемся, что мечта Димы сбудется. Дима. А мы продолжаем наш эфир, и тема следующего нашего обсуждения весьма важная, актуальная в сфере последних событий. Буквально недавно был День памяти умерших от СПИДа, и сегодня мы поговорим о теме вообще распространения ВИЧ-инфекции, о тех акциях, которые проводятся у нас в республике. Заведующий отделом профилактики Республиканского центра СПИД Евгений Александрович Кононов. Доброе утро, Евгений Александрович. Доброе утро, Иван. Первый вопрос. Как у нас по статистике заболеваемости ВИЧ-инфекции в России и в Якутии? Сильно ли мы
отстаем? В России, к сожалению, ситуация, в общем-то, напряженная. Статистика не радует. В среднем где-то у нас 1 300 000 ВИЧ-инфицированных. Это лишь только те, кто зарегистрирован официально в СПИД-центрах. Вот. А реальное число, конечно, может быть гораздо выше. Вот. К сожалению, ситуация у нас в республике тоже, в общем-то, остается тоже напряженной. По Дальневосточному федеральному округу мы находимся на 4-м месте по распространенности ВИЧ-инфекции. На 1-м у нас Республика Бурятия, на 2-м у нас Приморский край, на 3-м у нас Хабаровский край и Республика Саха-Якутия. И на 1 мая 2019 года у нас официально нашим СПИД-центром кумулятивное число с момента регистрации с 1996 года у нас зарегистрировано 2376 ВИЧ-инфицированных человек. ВИЧ-инфекция у нас зарегистрирована в 29 районах из 33. В основном это промышленно развитые районы. Это Мирный, Ленск, Нирингри, Алдан, Аймикон и город Якутск. А вот чаще всего кто подвергается ВИЧ-инфекции? Вот по последним данным я слышал, что возраст сместился выявления ВИЧ-инфекции. Больше стали выявлять людей среднего возраста, нежели чем молодых. Совершенно верно. Если мы раньше считали, что ВИЧ-инфекция – это маргинальная инфекция, что болеют уязвимые граждане, это у нас гомосексуалисты, наркоманы и проститутки, то на сегодняшний день эпидемия уже вышла из этих уязвимых групп, и практически обычные граждане уже страдают этой инфекцией. Кроме этого, вы правильно сказали, что сместился возрастной критерий. Сейчас ВИЧ-инфекции стали болеть в основном, в общем-то, от 30 и выше. Вот. Кроме этого, у нас отмечается и феминизация ВИЧ-инфекции, то есть стали больше регистрироваться женщины. И это, в общем-то, в принципе, лишний раз доказывает, что у нас в Якутии, например, гетеросексуальный путь передачи, он стоит на 1-м месте. Вот я как раз хотел, про путь передачи спросить, все-таки их основных только 3. Их всего лишь, да. Да, потому что иногда у некоторых стереотипы возникают в части того, что там и от укуса комара можно заразиться, наверное, в Якутии бы, наверное, все болели, да? Да, или воздушно-капельным, да. Да, чихнул и все, и ВИЧ-инфицирован. Слава богу, ВИЧ-инфекция – это не грипп, воздушно-капельным путем она не передается. Хочу напомнить телезрителям, что существует всего лишь 3 пути передачи ВИЧ-инфекции. Это первый – это через незащищенные сексуальные контакты, это первый путь. Второй – это через различные инструментарии, связанные с грязной, чужой кровью, возможно, содержащий вирус иммунодефицита человека. И третий путь – это от матери беременной ВИЧ-инфекции к ребенку во время родов и при кормлении грудью. Вот вы сейчас активно проводите акции по республике. Вот в городе Якутске буквально вот в эти выходные состоялась акция, связанная с экспресс-тестированием. Каковы результаты этой акции и где вы планируете эту акцию провести в ближайшее время? Да, вот в рамках проведения всероссийской акции «Стоп ВИЧ-СПИД» наш СПИД-центр провел очень такие большие мероприятия. Мы в течение 3 дней проводили экспресс-тестирование населения города Якутска на ВИЧ-инфекцию, на вирусный гепатит Б и С. Вот 17-18 числа мы проводили тестирование в ТРК Туймада, на крестьянском рынке. И 19 мая во время проведения нашей традиционной акции Всемирного дня умерших от СПИДа на площади Орджоникидзе мы провели тоже в мобильном центре, в «Газели» мы проводили тоже тестирование. По итогам у нас прошло 1439 человек за 3 дня. Это очень большая цифра для нас. И у нас выявлено 2 первичных случая подозрения на ВИЧ-инфекцию. То есть они еще на сегодняшний момент не подтвержденные ИФА, иммуноферментным анализом, но тем не менее уже можно с уверенностью сказать, что они это, в общем-то, страдают ВИЧ-инфекцией. Кроме этого, вирусный гепатиты Б, С, но это вообще отдельная тема разговора. Их куда вы в ближайшее время собираетесь поехать? В ближайшее время мы планируем вот к вам, в Жатай, где, кстати, эпидситуация по ВИЧ-инфекции тоже остается напряженной.
Вот, в рамках проведения выставки-ярмарки мы совместно с Центром медпрофилактики приедем к вам и на вашей территории проведем то же самое экспресс-тестирование населения Жатая на ВИЧ-инфекцию, на вирусный гепатит Б и С. Да, хотелось бы напомнить, что данная акция состоится уже завтра и в субботу, и на базе Жатайской поликлиники Центр СПИД будет как раз-таки проводить данное экспресс-тестирование. Так что всех желающих абсолютно бесплатно приглашают пройти данную акцию. Спасибо большое, Евгений Александрович, за столь интересную беседу. Хочется пожелать, чтобы все-таки ваша борьба со СПИДом продвигалась интенсивными темпами и все-таки количество выявленных случаев становилось меньше. Спасибо. Ну, хочется мой блог завершить на позитивной ноте, пожелать вам всего самого хорошего в этот четверг, а эфир продолжит мой коллега Алексей Лукин.